Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Ольга Балабкина расскажет об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 7 сентября. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Саха-Якутия. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На сегодня мы находимся в состоянии принятого указа главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева о введении режима повышенной готовности по причине коронавирусной ситуации. На настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается в полном объеме под контролем как государственных органов власти, так и муниципальных. Продолжают работать оперативные штабы отслеживания, мониторинг ситуации и принятия мер по недопущению коронавирусной инфекции на территории республики. Если оценивать прошедшие 2 недели, то необходимо обратить внимание, что, к сожалению, за прошедшую неделю отмечается некий небольшой рост количества заболеваний коронавирусной инфекцией. По данным управления Роспотребнадзора, она прежде всего связана в том числе и с новыми приезжающими и возвращающимися с отпусков гражданами республики. Но оценивая эту ситуацию на оперативном штабе, глава Республики Саха-Якутия обратил внимание, что это ситуация, которая находится также под контролем властей, так как были приняты все меры для того, чтобы непосредственно как предложить гражданам, органам местного самоуправления выявлять тех, кто приезжает и возвращается из отпусков, так и, соответственно, самим гражданам обращаться в медицинские организации в случае и соблюдать режимы самоизоляции в случае возникновения ситуаций, связанных с приездом в населенные пункты, в город Якутск из других населенных пунктов. Если брать за сутки, то за сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом 31 случай приходится на город Якутск. В Мирнинском районе из районов самое большое количество случаев, 7 случаев, и тенденция по этому количеству случаев сохранялась всю и прошлую неделю. Связано это прежде всего с четкими действиями органов местного самоуправления, оперативного штаба Мирнинского района на территории района, по которым выявляются граждане, возвращающиеся в Мирнинский район после отпусков. В Алданском, Верхневилюйском, Намском, Нюрбинском и Чурапчинском улусах по 2 случая. В Булунском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Ленском, Нирингринском, Аймиконском, Среднеколымском, Татинском и Усть-Алданском по 1 случаю. Все ближайшие контакты названных случаев выявлены и изолированы. К сожалению, на настоящий момент подтвержден по данным Роспотребнадзора 1 летальный случай от коронавирусной инфекции. Наши лаборатории продолжают работать в пределах 2000 анализов за сутки, и за прошлые сутки, так как у нас было воскресенье, выходные дни, 1988 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Вообще, с периода пандемии на территории республики обработано 404 случая, 404 263 теста и, соответственно, исследований. Необходимо обратить внимание, что касается непосредственно спектра тех исследований, которые проводятся на территории республики. Как проводятся исследования ПЦР, так проводятся и исследования на антитела, которые по своему содержанию не являются процедурой, обеспечивающей или подтверждающей тот или иной медицинский диагноз. Поэтому непосредственно на настоящий момент, кроме государственных непосредственно учреждений здравоохранения, на территории республики, в том числе в городе Якутске, работает ряд лабораторий, на которых можно непосредственно проверить на наличие антител. Так как у нас в республике уже началась кампания, связанная с вакцинацией против гриппа, и кампания по диспансеризации, то на настоящий момент достаточно широко развернута сеть наших учреждений здравоохранения, которая непосредственно работает по выявлению антител и, соответственно, дальнейшей профилактики. Действительно, эта суббота-воскресенье в целом для медицинских организаций республики была очень напряженная. Во-первых, потому что начинается подъем заболеваний, связанных с ОРВИ и с гриппом. Медорганизации республики готовы к тому, что непосредственно госпитализация граждан будет осуществляться в разных учреждениях здравоохранения, маршрутизация разработана и, соответственно, готовы для лечения. Но сегодня у граждан, которые за сутки
субботу обработали наши медицинские организации рекордное действительно количество вызовов. Большинство из них связано с ОРВИ и с гриппом. В целях снятия вот такого психологического напряжения эти вопросы были урегулированы. На настоящий момент под особый контроль глава Республики Саха-Якутия поставил перед нами задачу оперативного штаба взять под контроль севера. Да, действительно, за прошлую неделю у нас появились новые случаи там, где их не было. Это и Усть-Майский улус, один случай, на настоящий момент очаг оккупирован, и Среднеколымский улус, соответственно, вся информация, которую мы сегодня даем по всем улусам, которую бы мы не давали, вся информация основывается только исключительно на подтвержденных данных Роспотребнадзора. Количество же людей, которые могут оказаться с предположительными диагнозами, либо же непосредственно связанными с тем, что с признаками какими-то определенными без диагнозов, оно всегда достаточно большое, и медики всех берут под наблюдение. Поэтому еще раз прошу обращать внимание на то, что достоверной информацией является информация, которую передает Республиканский оперативный штаб. Она у нас есть на соответствующих официальных каналах. Всем здоровья! Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба о текущей эпидобстановке в регионе. Теперь к другим новостям. На территории Якутии на сегодня действуют 27 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, 900 гектаров. Таковы данные МЧС России по региону. За минувшие сутки возникло 2 новых очага и 5 ликвидировали. Тем самым удалось уменьшить площадь возгорания на 27,5 тысяч гектаров. С огнем боролись 90 человек и 42 единицы техники. Также сообщается, что в связи с усилившимся ветром и отсутствием мобильных осадков есть угроза задымления в 5 населенных пунктах на территории Горного, Алекминского, Хангаласского, Мигино-Кангаласского районов и города Якутска. Пенсионный фонд напомнил, что подать заявление об изменении способа получения социальных услуг в 2021 году можно до 1 октября этого года. Заявления могут подать те, у кого право на них возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора социальных услуг. Если гражданин уже подавал заявление или не хочет менять способ получения набора, то повторно обращаться в пенсионный фонд не нужно. Социальные услуги предоставляются в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей. Заявление проще всего подать через личный кабинет гражданина, а также в клиентской службе пенсионного фонда через МФЦ. Правительство постановило частично компенсировать страховые взносы предпринимателям в арктической зоне России. Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка. Мера поддержки доступна в том числе индивидуальным предпринимателям. Адресную субсидию будут предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Получателям необходимо зарегистрироваться в качестве резидента арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям. Таксистов в Якутии начали проверять с сегодняшнего дня. Профилактические мероприятия ГИБДД продлятся до 11 сентября. В ходе них проведут дополнительный анализ маршрутов и графиков движения автобусов и микроавтобусов в межрайонном сообщении, а также легковых такси на территории муниципальных районов. Особое внимание инспекторы будут уделять нарушению условий эксплуатации пассажирских транспортных средств, техническим неисправностям, режиму труда и отдыха водителя. А почему вы без маски говорите? В России установили новый мировой рекорд Гиннесса. 8-й национальный чемпионат молодые профессионалы World Skills Rush открыли в Москве. Участники церемонии в онлайне и офлайне приветствовали друг друга известным во всем мире жестом «Дай 5» в качестве символа гостеприимства и дружелюбия Кузбасса, официальной площадки чемпионата. Во флешмобе приняли участие тысячи человек из разных регионов России и стран мира. В результате установлено новое достижение для книги рекордов Гиннесса по самой длинной цепочке онлайн «Дай 5» – 5069 участников. В прямом эфире официальный представитель книги рекордов Гиннесса признала новый мировой рекорд. Якутия в финале чемпионата молодые профессионалы представят более 100 участников. О том, как проходила подготовка, Дмитрий Тымыров.
Сегодня по всей стране во всех площадках 130 компетенций идут подготовительные работы к старту финала. Якутия представит своих участников по 80 компетенциям. По итогам прошлого национального отбора в финал пробились 104 участника. Среди них вот уже который год принимают участие студенты Якутского промышленного техникума. Они не раз становились победителями чемпионата. В этом году республику будут представлять студенты Якутского промышленного техникума. Это Борисов Юрий и Санников Яков. На сегодня у нас проходит тестирование оборудований, тестирование всех инструментов и сдача площадки на чемпионат. Раньше участвовал только по другой компетенции, а сейчас решил попробовать себя в новой компетенции, чтобы посмотреть, чего я могу добиться. Огранка технологии алмазов совсем другая. Вот огранка самоцветов, это что-то новое, вот поэтому решил попробовать себя в этой технологии. Также здесь подготовительные работы идут и по компетенции огранка алмазов. А вот на другой площадке, которая расположена в здании Якутского технологического техникума сервиса, с утра эксперты и участники двух компетенций – администрирование отеля и ресторанного сервиса – уже сдали свои площадки. Даже успели в тестовом режиме запустить работу. Задания с каждым разом становятся все сложнее и сложнее. Особой разницы, конечно, заметить сложно, потому что каждый раз и уровень подготовки меняется. Я студент, учусь я, в общем, на повара, на технико-технолога, но попал сюда по воле случая. Не захотелось участвовать в поварской компетенции и решил попробовать себя в чем-то новом. Сначала он будет сотрудник работать на стойке, на ресепшене, после чего у него будут письменные задания, которые он будет выполнять непосредственно здесь же, на этой площадке, никуда не уходя. Под наблюдением камер это все будет фиксироваться. Национальный финал конкурса будет проходить с 6 по 21 сентября. Площадками для участников выступят 26 образовательных организаций региона. Это не только в городе Якутске, но и в промышленных районах Якутии. Итоги финала будут подведены 21 числа, где будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее качественно провели соревнования на своих площадках. Ну а мы пожелаем нашим конкурсантам выбить пальму первенства и достойно представить нашу республику. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. В год 75-летия Великой Победы мы продолжаем вспоминать наших земляков, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны. На озере Ильмень Новгородской области во время марш-броска в 1943 году погибли сотни бойцов из Якутии. Это 19-я и 3-я лыжные бригады. В память о якутских защитниках на берегу Ильменя установлен памятник. О церемониале у озера из Новгородской области передает Айсена Бурнашова. Гранитный обелиск в виде якутской урасы на берегу Ильменя ежегодно собирает вокруг себя якутян и рушан, жителей Старорусского района. 23 февраля 1943 года здесь оборвались жизни якутских лыжников. Под шквальным огнем фашистской артиллерии и авиации погибли около 600 солдат. В честь этих боев, в честь этих сражений было установлено так называемая солдатская СРГ в деревне Ретлё, которая в прошлом году была восстановлена. Был установлен памятный знак на трассе Шимск-Старая Руса. Да, это все было вот примерно с 50-х годов. И по сей день мы продолжаем эту традицию. Для Светланы это первая поездка по местам боевой славы своего прадеда. Василий Михайлович Будикин был призван на фронт в 1942 году. Воевал в составе той самой 19-й отдельной лыжной бригады. Был пулеметчиком. Я еще очень давно хотела поехать в Ильмень, так как там воевал мой прадед. И я очень давно хотела это место посетить. Правнучка Василия Михайловича делится. Тогда на Ильмене ему чудом удалось выжить. Несмотря на тяжелые ранения, он дальше оборонял и Старую Руссу, и освобождал Прибалтику. Победу якутских солдат встретил в Риге. В родной Татинский Улус он вернулся в 1946 году. Это очень хорошее мероприятие вообще, что молодежь должна продолжать помнить наших героев. Нужно патриотизм молодежи развивать.
О подвиге наших земляков здесь помнят и местные жители. Улица якутских стрелков в Старой Русси, улица Якутская в Устрике. Традиционно 23 февраля, в день героического марш-броска лыжников на озере Ильмень, здесь вновь соберутся якутяне и жители Старорусского района, чтобы почтить память защитников новгородских земель. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Старорусский район, Новгородская область. Якутянка Наталья Леонтьева заняла 3-е место на чемпионате России. Она выступала в рамках Ярославского полумарафона «Золотое кольцо». Забег на 21 километр прошел с гандикапом, и женщины стартовали с дистанции на 7 минут 28 секунд раньше мужчин. Якутянка Наталья Леонтьева заняла 3-е место с результатом 1 час 15 минут и 1 секунда. От фаворитки забега она отстала на 5 минут. Парк Казанского храма в Нерюнгри пополнила новая песочница. Подарок детям своими руками сделал энтузиаст, коллекционер ретро-машин Александр Азарян. Что сподвигло его на добрый поступок, узнала Тамара Игнатьева. От «Жигулей» взял спидометр, панель приборов, и вот так вот прикрутили. И детям интересно, конечно, будет. Сам помню свое детство, за рулем посидеть машины. Старенький микроавтобус «РАФ Латвия» достался коллекционеру Азаряну на запчасти. Точно такой же автобус, но настоящий, после реставрации, будет скоро бегать по городу. А из донора решено было сотворить необычную песочницу. А идея родилась как сама собой, наверное, чуть-чуть фантазии, и решили сделать детскую песочницу. И детям интересно, и руль покрутить, и родителям есть где посидеть на лавочках, и солнце не будет светить и детишкам, дабы вот так. Песочница оформлена в стиле советских времен, а песок в нем морской, из Владивостока. Александр благодарит всех, кто помог ему воплотить свою идею – сварщику, рихтовщику, художнику. После завершения песочницы долго думали, куда, в какую именно детскую площадку ее установить. Решили на территории церкви иконы Божией Матери. Все знают, поставили год-два назад мотоцикл в парк, день-два, и уже стояло полмотоцикла. Поэтому приняли решение такое, что дабы не простоял он 2 дня, а подольше. Пусть лучше стоит в таком красивом месте, как наша церковь. Действительно, парк храма – излюбленное место детворы. Здесь всегда приходят отдохнуть и мамы со своими малышами. Я выражаю благодарность нашим прихожанам, которые, по инициативе которых у нас будет такой небольшой новый аттракцион для детей. Потому что парк нашего храма, он один из популярных в нашем районе. И можно увидеть большое количество детей, которые приходят сюда отдохнуть, погулять, поиграть в футбол, покататься на качелях, просто побыть спокойно в обстановке. На радость детям осень выдалась теплая, поэтому поиграть в парке у них еще будет время. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.